В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Почти 50 пожаров возникло в Якутии за сутки. Напряженная обстановка на севере республики. Мирнинцы стали чаще попадаться на уловки интернет-аферистов. О новых схемах в этом выпуске. Самый большой в районе. В Ленске откроют новый детский сад. %94 пациентов с коронавирусом в Якутии выздоровели. По этому показателю республика занимает второе место в Дальневосточном федеральном округе. Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19, в Чукотском автономном округе – 96%. На третьем месте находится Забайкальский край, где коронавирус победили 89% от общего числа заболевших. Самая низкая доля выздоровевших зафиксирована в Сахалинской области – 38%. Второй волны коронавируса в России не будет. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он пояснил, что коронавирус может циркулировать внутри России предстоящей осенью и зимой наряду с другими возбудителями острых респираторных заболеваний, но не более того, так как высокий популяционный иммунитет уже сформирован. Также Геннадий Онищенко добавил, что необходимость тотальной вакцинации россиян отсутствует, а вот прививку от гриппа делать нужно. Дагестанские врачи прибыли в Москву для обмена опытом в борьбе с COVID-19. Команду медиков пригласил главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко. На кадрах видео дагестанские врачи совместно с московскими коллегами совершают обход пациентов, а также знакомятся с организацией лечебного процесса в столичном медучреждении. Ранее в июне бригада врачей, возглавляемая Денисом Проценком, выезжала в Дагестан для оказания помощи местным медикам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 97 природных пожаров действуют на территории Якутии. Это оперативные данные авиалесоохраны. За сутки возникло 49 пожаров, 31 ликвидирован. Сложная обстановка сохраняется на территории Абыйского, Верхоянского, Кобяйского, Момского, Среднеколымского, Тампонского, Татинского, Усть-Майского и Усть-Алданского районов. На тушение лесных пожаров за сутки привлекались более 800 человек и 95 единиц техники. В селе Алека-Кюэль работает аэромобильная группировка регионального управления МЧС России в составе 20 человек. Также сегодня запланировано применение авиации МЧС России на территории Момского района. 10 населенных пунктов на территории Верхоянского, Среднеколымского, Тампонского и Момского районов окутает дым от лесных пожаров. В Якутске сегодня прошло заседание КЧС, где были обсуждены первоочередные вопросы, связанные с обеспечением безопасности населения и лесных территорий республики в условиях пожароопасного сезона. В интервью нашему телеканалу прибывший в регион с рабочим визитом начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Козлов отметил достаточно оперативную работу по реагированию, выявлению и своевременному тушению природных пожаров. Я хочу отметить, что, соответственно, в этом году финансовое обеспечение со стороны федерального центра достаточно оперативно принимается решение. В том числе Республики Саха-Якутия правительство Российской Федерации из резервного фонда выделило 480 миллионов рублей. В целом, соответственно, этот проект на выделение финансирования дополнительно регионам Сибири и Дальнего Востока, сюда входят все регионы Сибири и Дальнего Востока, составляет 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Естественно, это поможет, соответственно, покрыть все кредиторские задолженности, которые сложились уже на территории республики, соответственно, в ряде других субъектов. И плюс организовать до конца пожароопасного сезона, соответственно, деятельность, связанную с тушением лесных пожаров. Соответственно, увеличатся часы по кратности авиационного патрулирования, по авиационному мониторингу, учитывая, что ваша территория относится к основной зоне обнаружения лесных пожаров с помощью авиационного способа обнаружения их. Естественно, обнаружение на малых площадях повлечет, соответственно, оперативность реагирования по организации тушения пожаров, соответственно, в их, своевременном режиме. Почти 260 случаев укуса клещами людей зарегистрировано в Якутии. По всем из них необходимые профилактические мероприятия проведены, в том числе введен иммуноглобулин против клещевого энцефалита. В регионе зафиксировано 4 случая заболевания клещевым боррелиозом, 3 в Нерюнгринском районе и 1 в Вилюйском. Роспотребнадзор напоминает, что для защиты от насекомых необходимо использовать отпугивающие средства, репелленты, которыми нужно обрабатывать открытые участки тела и одежду. В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью в поликлинику или травмпункт по месту жительства.
Жители Мирнинского района стали чаще попадаться на уловки интернет-аферистов. Проблема дистанционного мошенничества в районе актуальна уже на протяжении нескольких лет, однако в этом году число жертв подобных преступлений достигло максимума. Причем вымогателям удается похищать довольно крупные суммы. О новых видах мошенничества Марфирина Алексеева. Самым распространенным видом мошенничества являются звонки псевдосотрудников банка. «Ваши деньги в опасности», говорят злоумышленники, обращаясь к людям по имени и отчеству. На что перепуганные граждане добровольно выдают личные данные и все пароли. На сегодняшний день распространенным является мошенничество через объявление о продаже. В сети интернета я искала квартиру для покупки в городе Мирном в связи с переездом. Наткнулась на подходящее объявление. Так как цена указанного объявления была для меня выгодной, я решила связаться с продавцом через мессенджер WhatsApp. Продавцом оказалась женщина, она сразу же мне ответила, после чего я перечислила ей сумму предоплаты. На моей просьбе показать квартиру она переносила встречи или говорила, что занята, после чего перестала отвечать мне на звонки и сообщения. Еще один печальный случай. 2 613 000 рублей жительница Мирного перевела иностранцу, якобы военному врачу, с которым познакомилась в соцсетях Instagram. Виртуальный ухажер обещал переехать в Россию, жениться и построить больницу. Он будто бы получил премию и готов отправить огромную сумму денег почтой на домашний адрес потерпевшей. У меня был небольшой кредит в банке, я пошла, сделала рефинансирование. Все это время мы переписывались каждый день в течение 2-3 часов утром и вечером. Этот человек, с которым я познакомилась, очень просил, что как только получите груз, я все ваши долги оплачу. В общем, я пошла, взяла еще один кредит, отправила еще деньги. Потом мне пришло сообщение еще, что мне нужно еще заплатить 700 000, но у меня уже негде было брать их. Такой вид мошенничества, да, вот по России, он же распространенный, да. А вот на территории Мирного таких преступлений ничего не было, чтобы люди переводили мошенникам деньги именно вот после знакомств в социальных сетях. Если в случае с продажей квартиры мошенница оказалась жительницей города Мирного, поймана и понесет наказание, то в остальных случаях отыскать мошенников сложно, чаще практически невозможно. Противостоять аферистам можно. Необходимо быть внимательным, проявлять здравомыслие и бдительность. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. 4 тонны золота такого уровня достигла золотодобывающая компания «Полюс Алдан» с начала этого года. Это на 350 килограммов металла больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот показатель характеризует динамику развития предприятия. Подробности у Руслана Павлова. Ежегодные темпы прироста извлекаемого золота компании «Полюс Алдан» удивляют. На сегодняшний день предприятием добыто 4 тонны золота, что на 350 килограммов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, 4 тонны золота в год «Полюс Алдан» добывал 5 лет назад. Не первый год мы увеличим объемы вложений в разведку, доразведку и в разведку самого месторождения, как внутри конторов лицензий, так и за конторами. По прошлому году, если отметить, мы вышли на объем более полумиллиарда, то уже в 2021 мы практически на 20% увеличим объемы этой разведки. Как отмечает управляющий директор, за последнюю пятилетку создано современное производство, отвечающее всем требованиям и нормативам с точки зрения ведения горного дела, охраны окружающей среды и промышленной безопасности. Внедрено и продолжает успешно развиваться направление по кучному выщелачиванию золота из отвальных пород. В прошлом году у нас было добыто более 800 килограмм золота на данном участке, что больше производственного плана. И в настоящее время идет укладка руды и получение золота в соответствии с утвержденной программой производственной. Сердце предприятия «Золотоизвлекательная фабрика» отмечает в этом году 55-летие. Одно из старейших производств в стране сегодня отвечает требованиям времени и продолжает наращивать свой потенциал. Серьезно изменилась у нас фабрика. Как вы знаете, что в этом году мы отмечаем 55 лет. Это, хочу напомнить, старейшая фабрика России и даже, можно сказать, Советского Союза.
В прошлом году Полюс Алдан добыл чуть более 7 тонн золота. Набранные темпы, на которые не повлиял даже коронавирус, предполагают, что нынешний год даст более богатый урожай, что позволит предприятию продолжить модернизацию и наращивание производства. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, поселок Нижний Куранах, Алданский район. Новый детский сад в Ленске откроет свои двери в ближайший месяц. К этому времени дошкольное учреждение получит образовательную лицензию на осуществление деятельности. Об этом сообщила замглавы Ленского района Нина Евстафьева. Детский сад «Теремок» и его подразделение «Детсад Аленка» уже переехали в новое здание. Сейчас коллектив готовится к приему детей. В дошкольном учреждении на 315 мест есть отдельный медблок, большая кухня, спортзал, музыкальный зал, компьютерный класс и просторные коридоры. Это самый большой детский сад в Ленском районе. Напомню, строительство объекта началось в 2016 году в рамках государственно-частного партнерства. Открытие детского сада меня очень порадовало. Я всегда говорил и буду говорить о том, что детские сады у нас должны быть построены очень качественно, очень красиво. Не просто для того, чтобы дети туда приходили и попадали под присмотр воспитателей, а самое главное, чтобы наши дети там получали качественное уже дошкольное образование. Мы никогда не должны забывать, что детские сады как раз для этого именно созданы. Между тем, 19 миллионов рублей выделили на ремонт школы и детских садов в Якутске. Эти деньги пойдут на замену старой электропроводки в учреждениях системы отопления и канализации. Например, в 26-й школе рабочие меняют электропроводку в пищеблоке. Также в школе построили новое крыльцо. А в трехэтажном детском саду номер 82 полностью поменяли систему отопления и канализации. Таких объектов более 10, и к новому учебному году все работы должны быть выполнены. У нас ремонтные работы ведутся на 12 объектах образовательных учреждений, то есть это 5 детских садов, 5 школ и 2 объекта доп. Образования. На общую сумму около 19 миллионов. На некоторых объектах сейчас ремонтные работы уже заканчиваются, а в целом мы все объекты должны закончить до 18 августа. Проект туристического кластера «Лена» в Хангаласском районе прошел финал престижного всероссийского конкурса. Победа позволит реализовать такие стратегические задачи, как строительство гостиниц, создание и развитие объектов транспортной и культурно-развлекательной инфраструктуры в населенных пунктах, расположенных рядом с Ленскими столбами. На втором этапе конкурса команда примет участие в акселерационной программе Агентства стратегических инициатив и продолжит доработку проекта. Затем он снова будет передан на рассмотрение жюри. Победителями конкурса станут лишь 10 проектов со всей страны. Их объявят 16 октября. К этой минуте у меня пока все. Оставайтесь с нами.